Давайте поднимите. Здесь все мои, почти все доведены. Первым делом вопрос вакцинации. Рустам Минниханов поинтересовался у аграриев, кто уже сделал прививку от коронавируса, и рассказал о своем примере. Я сделал, никаких там, даже не почувствовал. Посевной работы в Алексеевском районе еще много. 55 тысяч гектаров засеяли на 59%. У нас переживания в таком плане, крестьян. Все поля Лебединской и Новоспасской с этой стороны, Куркуль с той стороны. Поставили фоторамку. Если мы по одному бункеру вывозить будем КАМАЗами, комбайны будут стоять, а там каждый час два. Автоматическая фиксация. Да, нельзя ли во время уборки ее Скорость отключили, выше, как веса же идет. что-то придумать. Весовой контроль. Давай отработайте, чтобы таких вопросов не было. Спасибо. Это рабочие вопросы. В продолжении темы дорог Рустам Минниханов ознакомился с работой местной дорожно-строительной лаборатории и производством асфальтобетонного смесителя. В 2019 году запустили лабораторию, потому что идет переход от старых ГОСТов по новым ГОСТам, европейским и американским. В Спасском районе план посевной на сегодня выполнен на 3/4. Об этом на встрече с аграриями доложили Рустаму Минниханову. Сеем сою, сеем кукурузу на зерно, а гречиха 2000 гектар и просто ждем. Чтобы потеплее было. Да, сорняк у него, это 3-я декада, мы планируем гречку просто сеять. Хорошо. Всего в районе нужно засеять более 40 тысяч гектаров. Работу планируют завершить к концу мая. С ГСМ проблем не было никаких, значит, насчет этого вопрос не стоял. Вот, вопрос стоял только немного в начале посевной, это погода. Рустам Минниханов обратил внимание на развитие животноводства. Спасский район на 34-м месте. Марат Азатович, ну что здесь надо обратить больше внимания? Значит, есть небольшое снижение по поголовью по сравнению с прошлым годом. Его надо восстанавливать. Это и по общему поголовью, и по коровам. Президент призвал активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства и поддерживать фермеров. Большим подспорьем для эффективного использования урожая в районе должен стать новый зерносушильный комплекс. Его на свои средства строит глава местного КФХ. С ходом работ сегодня также ознакомился Рустам Минниханов. Сушилка отработала. Вот, непосредственно подается в бункер, машина подъезжает, сухой материал уже вывозит, все. За час комплекс сможет обрабатывать около 100 тонн зерна. В проект инвестировали более 30 миллионов рублей. Строительство планируют завершить в начале июля. Это жизненно важный объект. Вот, он диктует очень много в нашем хозяйстве, будет диктовать. Вот, это надо и подсушить, и подработать, сложить. Естественно, если мы подсолнух соберем осенью, если мы оставим его хотя бы до весны в сухом материале, вот, естественно, и рентабельность будет другая, и цены будут другие. Рустам Минниханов пожелал аграриям успешно завершить намеченные планы и посевную. И главное, не болеть, а для этого соблюдать все коронавирусные меры безопасности. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Алексеевский и Спасский районы. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.